Нужда собрала на этой площади многих людей. Но мне кажется, что у нас с вами есть очень большое недопонимание. Вот эта нужда, она будет нарастать, учитывая, что 25 лет у власти одни и те же. Кто такой Улюкаев? Это заместитель Чубайса. Кто такая Набиуллина? Это секретарша Чубайса. Я вам могу перечислять. Если вы посмотрите, кто такая Голодец, отвечающая за ветеранов. Это заместитель Прохорова. Возглавляя еще Норильский никель, была руководителем страховой компании, и у нее уже 200 миллионов пенсии будет. Вот она 62-го года. Почему? Потому что имейте в виду, приватизаторы – это сверхциничные, подлые люди, которым наш народ до барабана. И если вы посмотрите, они создали негосударственные пенсионные фонды. У Центробанка свой, у Лукойла свой, у Газпрома свой, у Никеля свой. И у них, кроме государственной пенсии, есть еще частная наследуемая пенсия. Но этого им мало. Детям войны мы трижды вносили закон. Не нашли 130 миллиардов. Чубайсу, жулику этому отъявленному, дали 312. В декабре правительство признало о том, что институты развития в виде Роснана, Сколково, венчурных фондов неэффективны, их надо упразднить. Но вы вдумайтесь, 312 миллиардов Чубайсу. Сейчас на Новосибирске за 15 миллиардов новый завод банкротят. Чувашии еще за 10 миллиардов. И можно перечислять дальше. Генпрокуратура выявила нецелевое использование 125 миллиардов рублей в Сколково. Кто возглавляет? Виксельберг. Но я вас спрашиваю, если жулика можно, но вы слышали, что кого-то посадили из Сколково? Вы слышали, чтобы кого-то посадили в Роснано? И не посадят. Почему? Потому что нам государственную идеологию, патриотизм подменяет этим самым государственное управление. Пока мы с вами, а фракция КПРФ единственная, которая в Думе ставит вопрос о необходимости немедленной национализации базовых отраслей. Если не будет национализированы нефть, газ, электроэнергия, производство поднять нельзя. Потому что пальцем в небо определяемые тарифы не дадут жить ни одному производству. Подавляющее большинство ваших детей и внуков сегодня или полубезработные, или безработные. Вы об этом слышите, чтобы правительство, хоть местное, хоть федеральное, беспокоило? Их опять интересует приватизация. Скажите мне, пожалуйста, какой дурак продает на низшей цене? Только жулик, который специально поднимает валюту и унижает свою валюту, и потом за счет этого, зарабатывая незаконно, за бесценок покупает. Посмотрите, некогда Фридман, так называемая ТНК БП, у государства купили за 5,5 миллиардов, а государству назад продали за 48 долларов. У нас ежегодно, вам уже как мантру повторяют, отток капитала был 159 миллиардов. Умножьте на курс, и я спрашиваю, что если есть у нас президент, если есть председатель правительства, который думает о государстве, как можно допустить вывоз государственного бюджета за год? Разве это государственный подход? Именно поэтому вам говорят, никуда не ходи, никому не верь, ни в чем не участвуй. Именно поэтому перед выборами за 3 копейки социальные пенсионные службы принуждают вас голосовать за «Едим Россию». Я вот не согласен с товарищами. Я на участках бываю регулярно, к сожалению, старшее поколение или не ходит, или голосует против себя. Лишь бы не было войны, да вы поймите, наркомания убивает по 100 тысяч молодых людей в год. Это не война? У нас в Афганистане за 10 лет погибло 13 700. У нас алкоголизации подвержена большая часть трудоспособного населения. 29 миллионов в стране страдают от алкоголизации. Разве против этого зла кто-то борется?
Да им лучше, чтобы все спились и обкололись, и им тогда свободнее будет, они думают. Но только они не думают о том, что эта территория, которая досталась нам от предков, не может быть без посягательств. Поэтому я призываю вас. Да, сволочи отняли льготы, но они ведь это делают методично. Вы посмотрите, Едим Россия предложила индексировать всего на 4% все льготы и пенсии. Но это не для чего делать. Чтобы перед выборами в августе или сентябре сказать, вот мы щедрые, добрые, вот мы вам 12 проиндексируем. Чтобы вас обмануть, а наивный, бедный, нищий скажет, вот смотри, какой Путин красавец. Он услышал нас, а кто довел до этого?